Часть у нас базировалась в самом Кабуле, рядом с аэродромом. Ну а ездили мы, в принципе, начиная, значит, с Кабула в сторону Джалалабада. В Бамияне у нас было. В Черикар мы пару раз ездили на войну. В Джалалабад мы ездили. За первый год службы всего 2 месяца пробыли в части. Остальное время военные действия или проводка колонн. А на путях движения против наших войск велась минная война. К тому же тогда 18-летний Александр был санинструктором. Через него прошли многие. Оглядываясь назад, десантник называет себя везучим человеком. Нас обстреливали каждый день. То есть в день по 2-3 раза с реактивных установок, с минометов. То есть как бы обстрел – это уже дело привычное. Это тоже было где-то в октябре 88-го. А очередной обстрел, я когда занимался на спортгородочке после обеда. И вот буквально РС-1 летит, слышу, летит, падает, ну метров 300 от меня. Второй уже чуть ближе, третий, я думаю, пора уходить. Захожу в расположение, надо буквально 100 метров. Ухожу, только открываю дверь, и в то место, где я был, падает РС. Ну, то есть, как бы, ситуация такая, надо вовремя уйти. Так что я вовремя ушел, поэтому как бы сейчас здесь стою. 2 августа в 30-м под Воронежем над взлеткой поднял корабль 12 удальцов. Впервые в нашей стране десант взмыл в небо с куполом за спиной 90 лет назад. В 1932-м началось массовое развертывание авиадесантных частей, затем боевое крещение, вооруженный конфликт на Халхин-Голе и советско-финская война. Это старый образец советской формы рядового состава и сержантского состава воздушно-десантных войск. Значит, здесь в данном случае погоны младшего сержанта, знаки не все, потому что нет обязательного гвардии, потому что все десантные войска, все полки, десантные подразделения гвардейские. Гвардейские звания они заслужили еще в Великую Отечественную войну. Кровью и мужеством воздушно-десантные войска заслужили звание гвардейцев в Великую Отечественную. Самой крупной в годы войны стала Вяземская воздушно-десантная операция. 10 тысяч десантников были брошены в тыл врага, уничтожено 15 тысяч захватчиков. В августе 45-го воздушная пехота, высадившись на аэродромах Харбина, Гирина и на Южном Сахалине, полностью парализовали действия японской армии. И еще немало славных подвигов в историю вооруженных сил страны вписали голубые береты. И продолжают с доблестью и отвагой служить Родине. Как говорил Василий Филиппович Маргелов, бывших десантников не бывает. Поэтому, если нужно будет, Родина прикажет, мы с честью и гордостью опять возьмем в руки оружие и оденем парашюты. Если потребуется, то посчитаем это за честь. Хочу поздравить всех ветеранов воздушно-десантных войск, пожелать им здоровья, долголетия, быть преданными нашему братству, ну и помянуть тех, кто в силу разных причин не вернулся с полей сражений, кто остался в нашей памяти на всю нашу оставшуюся жизнь. Отцом крылатой пехоты десантники считают фронтовика, героя Великой Отечественной Василия Маргелова. Четверть века он командовал ВДВ, осваивал мастерство десантника вместе с рядовыми. Благодаря его усилиям войска получили новейшую боевую технику, стрелковое оружие, надежные парашюты. При нем ВДВ стало самостоятельным родом войск, одним из самых боеготовных воинских формирований в мире, способным действовать молниеносно и эффективно. Главные традиции, особый боевой и товарищеский дух зародились как раз при Маргелове. Даже неотъемлемый атрибут голубые береты с подачи командующего. До этого носили малиновые береты. Голубые береты, это только победа. Голубые береты, значит, братья навек. Сейчас новобранцы из Коми попадают в основном в части Северного морского флота. В советское время наши срочники служили на границе и как раз в крылатой пехоте. За плечами сегодняшних ветеранов ВДВ локальные конфликты на Северном Кавказе, в Закавказье, Югославии и, конечно, Афган. Срочная служба в армии тогда оказалась войной в Афганской Демократической Республике для 5000 наших солдат. 80 бойцов домой не вернулись. Боевые товарищи – это навсегда. Служба Родине – это почетно. Об этом ветераны Афганистана сегодня говорят детям. Та работа, которую мы сейчас проводим, она именно
является той связующей ниточкой между детьми и между взрослыми. То есть патриотизм и Родина, да, то есть это не только мы говорим Родина, да, а мы говорим о патриотизме и отношении к своей отчизне. Поэтому, если не люди, которые прошли войну, то кто именно будет рассказывать тем же детям о том, как надо любить отчизну? День ВДВ – это один из самых главных праздников для всех, кто служил в военно-воздушных войсках. Коронавирусные ограничения внесли свои коррективы, но показательные выступления, патриотический концерт силами самих десантников, как всегда в Каркиросском районе и других муниципалитетах, обязательно будут. Ольга Коняева, Павел Королев, Артем Соколов, телеканал Юрган.